Коли театр маски береться за класичні сюжети, то виходить дещо більше, ніж неймовірне. Наприклад, кримінальна історія із життя пізнього середньовіччя, де Борис Барський, Пройдисвіт і бабій Моцарт, Володимир Комаров, Сальєрі, він же алкоголік звичайний, а Юрій Кузнєцов – глухий геній Бетховен. 25 лютого митці у черговий раз презентують свій спільний шедевр «Моцарт и Сальери». Мы решили сообщить, что это действительно будет 25 числа февраля и в Доме клоунов, и в этом классном уютном зале, где обитают маски наши замечательные, и Боря Барский. Вот. И мы там 25 февраля даем, когда там, 19? 19. Так что к 18 подходите, и вы сможете, может быть, как-то проникнуть. Мест будет мало, свободных. Історія створення спектаклю овіяна, як водиться, театральним містицизмом. Кілька замальовок сценарію Бориса Барського просто зникли безвісти. Нарешті два генії знайшли одне одного. Ну вот это его идея была. Он говорит, давай сделаем спектакль «Моцарт и Сальери». Я умею играть на пианино, ты все равно не умеешь, поэтому ты должен меня отравить. Правда, мы в спектакле до конца так и не можем понять, кто из нас кто Бетховен, кто Моцарт, кто Сальери. Это, я думаю, зрители разберутся в этом. Хтось скаже знущання з класики. Прихильники ж масок не сумніваються у таланті та почутті гумору артистів. Для самих же акторів постановка «Моцарт и Сальери» стала справжнім відкриттям самих себе. То, что Борис сказал, что каждый из нас, благодаря этому спектаклю, благодаря нашей дружбе давнишней, обрел что-то новое, это точно. Боря запел, Боря заговорил. Комаров запел. Комаров вдруг, так сказать, это потом имело еще более тяжелые последствия. Он ударился в рок, еще в тяжелый рок какой-то, в металл. Заслужений діяч мистецтв України, майстер імпровізації Юрій Кузнєцов і для себе виніс незвичний сценічний досвід. Я миллион раз выходил, но выйти в качестве артиста, это как будто меня выбросили в космос. Это очень страшно было. И я никогда не думал, что я на сцену могу выйти с таким трепетом и волнением. Тем более я боялся испортить это бессмертное сочинение. «Моцарт и Сальєрі» в будинку клоунів гості рідкісні. За словами акторів, зібратися разом видається десь раз на 4 роки. Тож 25 лютого на одеситів чекає подія просто таки унікальна. Але, на щастя, не єдина, яка в цьому місяці нас порадує. Вот где-то 28 марта мы следующий фестиваль открываем «Клоунады», «Комедиада», который мы первый провели в прошлом году. И в этом году у нас будет немножко больше приглашенных и друзей, потому что дали согласие лицедеи приехать, приезжает Леня Лейкин. Феєрверк неприборканої фантазії під назвою «Театр маски» вибухає регулярно. І опинитися в епіцентрі вибуху – справжнє щастя.